Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на мужчину. И мы с вами посмотрим, что с ним происходит, как его понять, что его мучает, за что он переживает. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени. Задайте мысленно либо вслух вопрос загаданному человеку. Так и спросите: мой милый дорогой, что с тобой происходит? И прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, любимые, самые лучшие в мире, хочу сердечно поблагодарить за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, давайте же начнем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, как интересно. Мужчина как будто бы в какой-то паутине, паутина сомнений, страхов. Действительно, с ним что-то не так. Очень много переживаний у этого мужчины. Как запутался, заблудился. Какое-то еще влияние на него люди оказывают. У него за спиной стоят двое. Один из них мужчина, другая женщина. И они оказывают на него влияние. Он как будто бы запутался. Запутался, где я, кто я, кому верить, что дальше будет. С вами у него какой-то острый момент, либо какой-то кризис проходит. Но он это видит как кризис и видит, что вы как-то к нему холоднее стали. Больше как собой занимаетесь, своей жизнью интересуетесь, но никак не им. Он видит, что вы меняетесь, он видит, что вы другая становитесь. Ему кажется, что вы теряете к нему интерес, либо вы в нем разочарованы. Вот, разочарованы. Смотрите, я поняла, у него сейчас две проблемы в жизни, в которых он запутался. Одна проблема у него с вами, потому что ему кажется, что вы им недовольны, что вы холодные, отвернулись, изменились, да. А вторая проблема у него с деньгами связана. Что-то у него с материальным не то, с ресурсами, да. Как-то не получается заработать, может быть, какие-то проблемы начались, может быть, кто-то обманул, подставил, знаете, не туда вложился, не с теми связался. Все в жизни бывает. И вот у него такие мысли, что, может быть, она от меня отворачивается, потому что у меня там денег нет, да, либо я такой вот прям неудачник, и она все знает про меня и отвернулась из-за этого, да, вот какие-то такие мысли. Собой он очень недоволен, особенно вот все, что с деньгами связано. Прям, знаете, как молнии выпускает, рвет и мечет, можно так сказать. Надеялся на какие-то деньги, на какие-то заработки надеялся, либо на доход на какой-то надеялся. Там пусто, пустой карман показывают. Пустее некуда. Еще и вы какая-то другая стали, холодная, равнодушная. И вот он как связывает эти два события, что вроде как без денег он вам не нужен. Без денег. Почему он думает, что вы меркантильная? Потому что женщина ему об этом говорит. Может, они вдвоем ему об этом говорят. Что вот видишь, у тебя денег нет, и она к тебе холодной стала. Может быть, эта женщина, это как мама его. Мама, например, друг, мама, брат. Может быть, еще. Как-то влияют эти двое. И влияют, знаете, как комплексы в нем насаживают, либо неуверенность в нем насаживают.
Особенно вот женщина слишком его дергает. Мужчина как-то еще более-менее, ну, по-божески, да. А вот женщина, прям, видите, она его за руку дергает. Дергает каждый раз. Хотя сама по себе эта женщина очень пустая. То есть то, что она говорит, то, что она делает, это ни уму, ни сердцу, да. Действительно, вот девчонки даже показывают, что вы чем-то сейчас занимаетесь, больше, наверное, на себя как-то ориентированы. А может быть, вы смотрите, что мужчина такой угрюмый стал, замкнулся, и вы такая, ну, типа, ладно, и я так себя буду вести. То есть вы его отзеркаливать, возможно, стали, а он ведь не понимает, что он замкнулся. Он-то переживает за деньги, он такой, ага, все понятно, значит, денег нет, я ей не нужен. Но что-то такое нездоровое происходит. Сейчас я еще хочу карты взять, потому что я не могу вам четко сказать, что это. Может, у него черная полоса в жизни, может быть, еще что-то произошло. Может, вы поссорились с ним, кстати, да? Может быть, потому что вы действительно от него отдалились, у него и удача закончилась, как фарт закончился, а ему теперь как не везет, что ли, что он какие-то действия не очень хорошие сделал, может, обратка ему прилетела. Что с ним происходит? Давайте посмотрим, что с ним происходит. Что с ним происходит? Какой-то застой у него в жизни. Застой, причем он чувствует себя ребенком. Он такой, я не понимаю суть происходящего. Меня везде обманули, я никому не нужен, я везде ошибся. Он-то думал, что он сокол, летать будет, кучу денег заработает, а время идет, а денег нет. Кораблик уплывает. Что еще? Медведь. Какие-то люди. Да, его тут либо в деньгах обманули, либо он не тем доверился. Ну хорошо, из-за чего это все? От семьи идет коса. Я же сказала, скорее всего, мама, да, мама. И она дает ему какие-то тупые, дурные советы. Она его специально вот стращает, она специально ему что-то такое говорит. И дергает, да, постоянно дергает, из-за этого коса идет. В семье проблемы, да, коса, башня. Да, она ему что-то такое говорит. А может быть, она даже что-то делала. Ну, как в доме у него неспокойно. В доме. Дом там, где его родители, например, живут. Если вы на мужа смотрите, то не дом, где его родители живут. Кольцо. Ух ты. Ну да, ему кажется, что он вам не нужен. И вам, возможно, кажется, что он к вам охладел. Как будто бы вот планы на счастье, на любовь, они вот как в гроб ложатся, да, вот как все плохо. Ну хорошо, почему так все плохо? Что это черная полоса? Может, его кто-то сглазил, испортил? Что происходит? Может быть, вашу пару кто-то сглазил? Так тоже иногда бывает, да? Может, это мама активную, бурную, темную деятельность развела. Ну, карта, расскажите, что происходит. Что паутина, смотрите, паутина — это недобрый знак, это влияние, это воздействие. Что происходит? Карта очень хорошая. Стремится идти к любви, любовь по судьбе, любовь, счастье, радость приносит. Опять ребенок не готов, не понимает. Может быть, он действительно начал меньше вам внимания уделять из-за этих своих финансовых проблем, меньше стал получать от вас этой позитивной энергии, меньше стали общаться. Из-за этого у него метла идет. О, ну да, тут какой-то сглаз. Сглаз, зависть может еще быть. Вот от людей пришло. От людей проблемы начались. Да, от людей проблемы начались.
как-то обсуждали его, говорили о нем, о вас говорили. Ну, вы, конечно, как хотите, но мне идет, что его сглазили, и вас сглазили, вашу пару сглазили. У кого-то еще отыграется, что какие-то были ритуалы, обряды на то, чтобы вы друг другу дорогу потеряли, чтобы дорога друг к другу, к счастью, очень сложная была. Угу. Да. Но кто делал? Кто делал? Кто это все сделал? Тут либо случайная зависть, ну просто люди увидели, как вы красиво там гуляете, отдыхаете, какая вы красивая пара, могли позавидовать. Ну, либо кто-то специально какой-то обряд провел. Кто сделал? Кто сделал? Кто? Опять карта ребенка. Да что ж такое? Ну, наивные. Вы очень наивные, и сделал кто-то из семьи. Я так понимаю, это его семья. Может, кстати, и бывшая могла сделать. Ну, может, мама ревнивая. Ну да, логично. Он для нее ребенок. Она типа для него лучшую судьбу хочет, лучшую жизнь. Вы ей не нравитесь. Она применяет метлу. Ну, все логично, да. Еще вот гроб. Все ли в порядке у вас с его мамой, либо, может быть, какая-то бывшая такая еще, знаете, надеется. Здесь явно негативное воздействие, паутина. И эту паутину надо снимать. Девушки, давайте так. Если вы в этом мужчине заинтересованы, вы видите с ним свое будущее, вы хотите его в своей жизни видеть, то тогда сделайте чистку на себя и на него. Чистка, молитва, это поможет. Ну, потому что здесь что-то не сильно сложное, да, это не какая-то там порча, это не остуда, это либо какие-то шепотки, либо это какие-то, знаете, ну такие мелкие пакости мне идет, либо очень сильное давление, психологическое давление, влияние на голову мужчины. Если вы, например, говорите, что ну зачем мне этот мужчина, не то чтобы я там сильно его хотела, но просто вот был в моей жизни, ну можете ничего в принципе не делать. Вы просто своей дорогой пойдете, у вас энергетика сильная, вы сами себя очистите. Но у него как бы там плохо все будет, либо какой-то определенный период плохо будет, пока от этой паутины сам не избавится. Ну да, в паутине. Вот видите, даже здесь паука показали. Вот он, паук. Паук сплел паутину, и мужчина в нее попал. Кто-то глазит, влияют, мешают. Ну да, когда пара красивая, когда люди влюбленные, конечно, у многих может быть на это дело глаз червивый. Даже человек, не желая вам зла, да, вот так посмотрит, скажет, о, какая красивая пара, а у меня нету. И из глаз может пойти, негативчик может пойти. Может, вот эта женщина очень постаралась. Может, этот мужчина тоже мог поглазить. Может, он одинокий, либо у него такого счастья нет. Ну, явно что-то не то. Явно что-то не то. Смотрите. Сейчас между вами вот как все ухудшается. Но мне идет такая информация. Вы меньше общаетесь, вы меньше друг другом довольны. У вас все больше и больше как ком растут претензии, как лавина, да, друг к другу. Одинаково, взаимно идет. Но это все из-за этой паутины. Эта паутина, она не будет вечно. Потому что у меня здесь женщина с очень сильной энергетикой. Вы любую паутину пробьете, вы от любой паутины можете избавиться. У вас есть такая сила, такая сильная энергия. Но опять же, очищение, оно идет с вас, а потом на мужчину переходит. Вот. И если вы прям поставите себе целью, да, почистите ваши отношения, себя почистите, его почистите, результат, конечно, скорее будет. И смотрите. В вашей власти, видите, вот здесь образ ваш, женщина, и здесь бубновая масть.
Бубновая масть, она всегда про деньги. Она всегда про фарт, она всегда про везение. Вот эту бубновую масть можно сравнить с картой клевер в Ленорман. Смотрите, если вы это все делаете, то вы мужчине сами эту бубновую масть даете. И у мужчины, видите, стрелка вверх пошла, у него все наладится. То есть ваша любовь, она очень сильная, она не только спасает, она не только счастье приносит, она еще и везение дает. Кого вы любите, о ком беспокоитесь, кому нежность испытываете, эти люди, они везучие, они фартовые. Да, вот почему я сказала, что, возможно, мужчина как-то себя не так повел, что вы на него обиделись. Вот вы от него отвернулись, да, и у него сразу вот и в паутину попал, и все по боку пошло. Да, он тут сам виноват. Вот здесь показывают какое-то событие, которое стало, видите, камнем преткновения между вами. Что-то он такое сделал, плохое, обидное, то, что вам не понравилось. И из-за этого вы от него немножко отвернулись. Больше стали собой заниматься. Даже тут у меня женщина спиной сидит, как будто бы в зеркало смотрит и птиц считает. Ну, там с кем-то другим еще, может, стали общаться, либо, в принципе, своей жизнью, интересами занялись. В зеркало смотреть – это с собой заниматься, это своей жизнью заниматься. Да, он виноват. Изначально он где-то допустил ошибку, вы от него отвернулись, и удача, везение отвернулась. Попал в паутину, сейчас вот все такое напряженное, между вами холод, много претензий, но все это исправимо, все это поправимо. И я еще раз говорю, девочки, то, что, возможно, вот здесь он ошибку совершил, может, по глупости, да, может, и сам того не хотел. Я не вижу, что мужчина плохой, я не вижу, что он вас там не любит, либо пользуется вами. Мне наоборот идет, что этот мужчина все самое лучшее и готовый хотел вам отдать. Может быть, даже вот эти деньги, которые он потерял, он и хотел заработать для того, чтобы на вас потратить, да, чтобы вам приятно сделать. Ну вот что вышло, то вышло. Но все меняется, все исправляется. Но вы должны решить, что вы хотите. Если хотите с ним, делайте чистку. Если не хотите, просто живите свою жизнь. Просто живите, ну, ищите себе другого мужчину, получается, да? Ну, мужчина такой слабенький. В плане энергетики он слабенький. Слишком влиянию подвержен. А вы женщина, которая сама силой обладает. Это вы должны для себя знать. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.